Я кричал очень громко, потому что я не знал, что делать, я просто кричал. Ибрагим Барахоев эту злосчастную субботу запомнит на всю жизнь. Поезд буквально проехался по мальчику. Врачи говорят, родился в рубашке. Он чудом остался жив. С трудом, но 8-летний Ибрагим вспоминает тот день. В самый последний момент повернулся, он мне в глаз ударил. Я упал, и меня переехали. Мне было очень больно. Беды ничего не предвещало. После занятий в школе, по словам мальчика, он решил проведать друга, пока ждал свою маму. Ибрагим Барахоев утверждает, что ЧП произошло на этом самом участке, переходил дорогу после школы. Очевидцы напротив говорят, что его заметили в нескольких десятках метрах отсюда. Ибрагим не заметил поезда. Вагоны с тоннами груза во главе с локомотивом чуть не затянули его под рельсы полностью. Очевидцы, не дожидаясь скорой помощи, доставили окровавленного Ибрагима в приемное отделение ИРКБ, где ему оказали первую помощь и сразу же перевели в оперблок детской республиканской клинической больницы. К сожалению, из-за сильного разможения левую кисть сохранить не удалось. Также у ребенка было повреждение верхней стенки правой орбиты. Также челюстно-лицевым хирургом проведено оперативное лечение. Стенка была восстановлена. Первые 2 суток ребенок находился в реанимации. С понедельника переведен в отделение травматологии и ортопедии. Сейчас состояние Ибрагима врачи оценивают как средней степени тяжести. Мама мальчика Марем Барахоева не отходит от своего единственного ребенка ни на минуту. Она до сих пор приходит в себя после случившегося. 4 года назад она потеряла мужа. Еще одну потерю не пережила бы, признается она. Хвала Всевышнему, он после всего остался просто жив. Это чудо. Чудо для нас, для всех. Хочу поблагодарить также всех, независимо даже от своих родственников Барахоевых и всю Ингушетию, весь народ. Вы не представляете, какую вы моральную поддержку для меня. Приходят люди, пишут, я не знаю, никого, многих не знаю, номера просто берут номер, пишут, сочувствуют, чем помочь, что сделать. Ибрагим, как настоящий ингуш и богатырь, перенес испытания с достоинством. Сейчас он чувствует себя немного лучше. Только рука чешется и все. Покажи свою ручку. Покажи, подними. Он показал, насколько он, Барахоев, рассказывает, кто вез, человек говорит, что в машине, он говорил, кто он, хотя он должен был, по сути, впасть в какую-то депрессию, плакать. Нет, он держался смело, называл фамилию, кто отец, мать, кого нужно позвать, по какому адресу живет. И здесь уже в больнице, когда мы все пришли, он лежал, говорил «Ла Аллаха Илlallah». Повторяя, я сама в истерике была ужасной, но с последних сил, чтобы к нему подойти, поддержать, всю волю в кулаки. И я слышала, как он говорил «Ла Аллаха Илlallah, бисмиллах, Аллах поможет». Транспортной полицией по данному факту сейчас проводится проверка. По словам сотрудников, машинист не заметил, что проехал мальчика. Его вместе с помощником направили на медосвидетельствование. Они даже не то, что сказать, не заметили. Они говорят, в округе никого не было на данный момент. И особенно в тех местах, в оживленных местах, они принудительно применяют сигнал. Гудок поезда. Но поезд остановить, если бы и заметили, невозможно, так как, если он не груженный, нужно практически 1000 или 900 метров для остановки такого поезда. И в связи с этим ему пояснить было нечего. Он узнал от нас, что такое произошло. Стражи правопорядка проводят в школах беседы и объясняют правила поведения на железной дороге. Однако этого, как признаются специалисты, недостаточно, если родители сами не начнут контролировать детей. Если выявляем несовершеннолетнего именно на станции Назрань, мы его доставляем, проводим с ним профилактическую беседу, вызываем родителей, привлекаем родителей к административной ответственности.
также выносим официальные письменные предостережения. Бывают и случаи повторного правонарушения несовершеннолетнего. В частности, это возраст от 7 до 14-13 лет. Мы им, как можем, поясняем, но этого недостаточно. Родители тоже должны заниматься со своими детьми, потому что на них лежит полная ответственность за своих детей, и они должны проводить с ними профилактическую беседу, работу, провожать их по возможности, встречать их со школы. Этот инцидент послужит многим примером, ведь за одну секунду все могло закончиться трагедией. А маленький Ибрагим тем временем скорее хочет вновь сесть за школьную парту и посещать свои любимые занятия по робототехнике. Зелимхан Калуев, Магомед Даскиев, Новости 24.